Ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией. Такие слова содержатся в опубликованном сегодня отчете прокурора Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуде. Речь идет о действиях России в 2014 году для получения с помощью вооруженных сил контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины. В документе также уточняется, что право международных вооруженных конфликтов применяется к этой ситуации и после 18 марта 2014 года. Подробнее о значении первого решения трибунала по Крыму и о том, что все это значит для будущего статуса полуострова, спросим давайте сейчас у заместителя министра юстиции Украины Сергея Петухова. Он отвечает за международные процессы Украины против России и находится сейчас в нашей киевской студии. Сергей, но ведь это не решение трибунала, как написали многие СМИ, как я сейчас, наверное, невольно даже оговорился, а решение лишь прокурора, который пока я не очень понимаю, какие последствия будет иметь. Объясните нам. Эта информация содержится в отчете прокурора о расследовании ситуации по всему миру за 2016 год. Это предварительное заключение прокурора, которое может быть пересмотрено впоследствии, если прокурор начнет расследование. Соответственно, относительно Крыма ситуация намного более простая, потому что здесь нет оспариваемых фактов. Россия признала изначальное участие своих войск в захвате Крыма, и поэтому здесь была сделана простая квалификация этой ситуации как оккупации, и следствием этого является то, что Россия и Украина находятся в состоянии международного вооруженного конфликта с 20 февраля 2014 года, и этот конфликт будет происходить и продолжаться до момента деоккупации Крыма. Что значит до момента деоккупации Крыма? Это значит, что реальное рассмотрение каких бы то ни было дел в Гааге, о чем часто говорят политики, популисты даже порой, оно не начнется в ближайшее время. И кроме того... Нет. Да, извините, я... Значит, смотрите, Международный уголовный суд занимается уголовной ответственностью лиц, ответственных за совершение международных преступлений, названных в Римском статуте. Международный уголовный суд не принимает решения о международно-правовом статусе территорий. Однако такое определение важно для квалификации, являются ли действия, совершенные Россией, российскими вооруженными силами в Крыму, военным преступлением. Соответственно, сделав эту классификацию, офис прокурора будет дальше работать над собиранием доказательств о совершении военных преступлений российскими войсками оккупационными, а также преступлений против человечности на оккупированной территории. Это может помочь в международных судах? Может ли это помочь в судах, где Украина предъявляет материальные иски к России? Ну, например, известно, что Украина претендует, если я не ошибаюсь, миллиардов на $50 в связи с аннексией Крыма. Это достаточно разные процессы, однако то определение, которое сделал уже в своем отчете прокурор, имеет очень важный и юридический, и политический вес. Потому что, несмотря на то, что Генеральная ассамблея ООН поддержала территориальную целостность Украины, никто не сказал, сказав А, не сказал Б. Соответственно, какой же тогда статус Крыма? А статус Крыма – это оккупация. И поэтому в этом смысле это важное заявление, потому что оно исходит от независимого прокурора. Этот орган Международного уголовного суда, которому доверяют абсолютное большинство международных стран, и который, конечно же, будет учитываться любым международным судом при рассмотрении дел, связанных с незаконной оккупацией Крыма. Кстати, там в этом определении, поправьте меня, если я ошибаюсь, также говорится, что конфликт в Донбассе признан международным, но в том числе и внутренним. То есть там, я так понимаю, двойное определение. Значит, или до определенного момента внутренним. По конфликту на Донбассе сказано, что он точно переходит порог вооруженного конфликта не международного характера вследствие своей интенсивности и достаточной организованности неправительственных войск, сепаратистов, которые противостоят украинским войскам, нашим войскам. В то же время прокурор обозначила, что в случае доказательства прямого участия российских войск в конфликте на Донбассе или общего контроля, осуществляемого Россией над сепаратистскими войсками, этот конфликт также имеет и международный характер.
Я думаю, что я... Соответственно, одновременно, то есть это нормальная, абсолютно предусмотренная Женевскими конвенциями ситуация, когда конфликт может иметь и международную часть, и не международную часть одновременно, либо перерастать из международного в немеждународный или из немеждународного в международный. Знаете, всех, я думаю, интересует в связи с определением прокурора, означает ли это, что, внимание, Владимир Путин и Виктор Янукович могут тоже стать фигурантами расследования или нет, или это невозможно? Это означает, что это более чем возможно. Это более чем возможно. И последний вопрос, чтобы просто технически уточнить. Разве Украина ратифицировала Римский статут? Как вообще МУС может чем-то помочь Украине? Римский статут предусматривает возможность для государства, которые не подписали, не присоединились к статуту, сделать декларацию в соответствии со статьей 12, в которой признать юрисдикцию Международного уголовного суда на своей территории для определенных преступлений, для определенного периода времени, когда они были совершены. Что сделано? Давайте напомним. Украина сделала две декларации. Первая касалась событий на Майдане в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года. А вторая декларация, которая была сделана в 2015 году, признавала юрисдикцию Международного уголовного суда по всем преступлениям, которые предусмотрены Римским статутом в период с 20 февраля 2014 года без ограничений по времени на всей территории Украины, что включается, само собой разумеется, и Крым, и Донбасс. Спасибо большое. Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов в Киевской студии «Настоящее время». Спасибо.